Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Мы едем в монастырь в Федоровском районе, деревня Дедово. Сейчас мы Дедово проехали. 30 марта исполнится 2 года, как не стало нашего дорогого отца, мужа, дедушки. Вот поэтому решили заказать службу в монастыре. В прошлом году мы ездили, кто меня давно смотрит, знаете, муж у меня был православным, а я сама татарка, мусульманка, поэтому хотим поминать по его вере. Хотим заказать службу, и пусть ему там будет хорошо. Я знаю, что мои мусульманки, как только посмотрят это видео, начнут меня кидать разными словами. Некоторые даже нехорошими. Вы знаете, мои хорошие, Бог един. Просто веры разные. Что ж поделаешь, если я полюбила русского парня. У нас 3 детей. Конечно, нашего сыночка нет, уже 10 лет. Пусть спит спокойно. Наш сыночек. Вон там уже видно монастырь. Службу не заказать я тоже не имею права. Мы долгих лет жили вместе с мужем, с Кипером. Я просто обязана. Мы веру друг друга уважали. Мы праздновали и православные праздники, и мусульманские праздники вместе. Конечно, здесь не очень-то трясет, но все равно что-то видно. Вот мужской монастырь. Здесь ждет нас отец Тихон. Налево сейчас потихоньку. В прошлом году в это же время я снимала, показала, а летом не получилось, хотя я обещала снимать летом. Летом здесь очень красиво, сказал отец Тихон. Ну и зимой тоже здесь очень красиво. А вы же знаете, что я в прошлом году 2 раза заболела с одной заразой. Вот мы подъехали. Из-за болезни я не смогла сюда приезжать. Надеюсь, в этом году покажу вам. Есть здесь цветной источник. Постараюсь вам все показать. Вот какая здесь зимняя красота. Снега тоже здесь много, очень даже.
Привет. Кошечка, привет. Ой, ничего мы тебе не взяли. Я забыла, что здесь очень много кошек. Вот они идут все. Надо было им захватить корм. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве Богу нашему. Живи в помощи Вышнего, крови Бога Небесного говорится, речет Господи, заступник Моисей, и при... Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром Господу помолимся, Господи, помилуй. О свышнем мире, о спасении душ наших, Господу помолимся, Господи, помилуй. О оставлении согрешений, о блажении памяти представшихся, Господу помолимся, Господи, помилуй. О пресноправедной гробе Божией, перепокоившей блаженной памяти Его, Господу помолимся, Господи, помилуй. О простите им всякое прегрешение, вольное и невольное, Господу помолимся, Господи, помилуй. О неосужденных представьте, о страшных Христова Господа славы, Господу помолимся, Господи, помилуй. О плачущих и болезнующих, чающих Христового утешения, Господу помолимся, Господи, помилуй. О, отпустите сим от всякие болезни, печали, воздыхания, исцелите их, где же пресвящает свет лица Божия, Господу помолимся, Господи, помилуй. О, якогда Господь Бог наш учини души, вместе светлый, вместе злачный, вместе покойник, и держи все праведник и бываю, Господу помолимся, Господи, помилуй. О причтении Его в недрах Авраама и Исаака и Якова, Господу помолимся, Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся, Господи, помилуй. Заступи и спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию, со всех наш Христу Богу предадим, Тебе, Господи, Господи, помолимся, Господи, помилуй. Яко Ты и воскресенье Божий покой, усопших и обманул, уже присоединяемый и Твоих средств наших, слава ссылаю, изначально Твоим Отцем Христом благим, и что творящим Твоим Духом, и Христовой веков. Аминь. Аллилуйя, 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 блажение, жизнь, право, и явности, Господи. Аллилуйя, 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 памяти Твоего рода. Аллилуйя, 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 души помоги, подаяться. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Виной мудрости человека любится строя, и полезность подавая, и не советую покой, Господи, души раб Твоих, славу упования сложивших, Отца и Святителя Бога нашего, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Тебе все пристанищи и мы, и молитвенницы благоприятную Богу, и Боже, родилась, Богородица, безневестная, спасение, благословенный Ты, Господи, научи оправдать Твоих, святых криков, и источник жизни, и двери райскую, да, прячь ясну состояние, помни отча здесь, назови на спаси и спаси меня, благослови
Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим, Ангел Божий проповедавший, и заклад бывший окруженцы, и в жизни не старей свети, и пресносущий представшийся, того прежущийся молите, долгого разрешения нам даровати. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим, путь узкий пошедший свободный, сил житий без, яко верил земши, и мне воспевавший верою, прийти насладитесь, и живу вам почести, и лице небесных. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим, образ есть неизреченной Твоей славы, аще раз наших решений, ущерби Твое создание, владыко, и очисти Твои правосудие, и возжеление Отечества подашь края баки жизненно сотворяя. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим, древнего баки сущий создал меня, и образом Твоим божественным почти, преступлением же заповеди, паки не возвратил и землю от нежитяты, а еже по подобию возведи, древние доброты возобразитеся. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим, упокой Божий рабы Твоя, и учени Твои, и те же лица святых Господи, и праведницы святые просветила, усопшие рабы Твоя, упокой, презираясь от решения, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, христианину и едино Боже, славу вечности Твою вопиющих, святый всеочий безначальный, собезначальный Сын и божественный Души. Сегодня вот мы отслужили панихиду по преснопоминаемому Виктору и по сродникам, по всем нашим. Также помянули и солдат, которые положили душу свою за Отечество свое на поле брани, в конфликте украинском. И вот, если вы слышали, есть такие слова в наших молитвах: «Усопшего раба Твоего упокой, Господи». Значит, что значит усопшего? Это значит уснувшего. И по учению православной церкви мы поминаем наших ушедших родственников, знакомых, друзей не как умерших, а как уснувших, то есть до времени, до срока. И рано или поздно, когда будет второе пришествие, и вот мы читаем дальше, еще есть, что говорит, мертвые, находящиеся в гробах, воскреснут, и все мы увидимся снова и возликуем великой радостью. И поэтому мы вспоминаем их как не умерших, а усопших православных христиан. И в эти нелегкие дни, конечно, мы будем молиться не только за усопших, за ушедших, с теми, с кем мы попрощались, кто нам был дорог, но и друг о друге, о мире во всем мире, о том, чтобы наконец-таки воцарился мир между народами, нашими братскими народами, украинским, российским народом. Потому что время нелегкое, и не хватает наших молитв всеобщих, не только православных верующих христиан, но и мусульмане также возносят свои молитвы, и католики, и буддисты. То есть в борьбе с этой нечистью все средства хороши на самом деле. Не только оружие массового поражения, там, военное вооружение, но и молитва. Что от нас? Что мы еще можем-то? Люди простые, находящиеся здесь, в зоне мира. Что мы можем? Мы только можем молиться о том, чтобы наконец-то эта война завершилась, и наши ребята, наши братья, наши сестры, которые там находятся в зоне конфликта, вернулись домой живыми, невредимыми. Если кто-то смотрит, вот сейчас там, может быть, потому что у мамы Гули канал
международные уже, там и Рио-де-Жанейро смотрит, и Аргентина, там, где только еще там всякие разные Да, все страны. смотрят. Поэтому, если кто-то там из солдат, может быть, есть время у кого-то, кому там дорого. Потому что мы знаем, что из Башкирии, из нашей тоже очень много народу уходит. И, Да. конечно, возвращается не так, как хотелось бы, но тем не менее, если кто-то смотрит, вот передадим всем приветы, всем солдатам, скажем, что мы за них молимся. Ребята, возвращайтесь домой с победой. А тем, кто так же, как и мы, простые обыватели, смотрим канал Мамы Гули, хочется сказать слова поддержки, что рано или поздно все равно заканчивается. Любая болезнь, она проходит, заканчивается исцелением. Либо телесным, либо Господь человека забирает, и он уже не болеет, ничего у него не болит. И за весной всегда приходит лето, а за зимой всегда приходит весна. Поэтому рано или поздно эта вся война закончится, и воцарится мир, и снова мы возрадуемся, возликуем, улыбнемся друг другу, пожелаем доброго здравия, мирного неба над головой. Поэтому берегите себя, своих близких, будьте здоровы, Молитесь. молитесь за солдат, друг за друга молитесь, за то, что за власти, за наши будем молиться, благодарить за то, что Бога благодарить за то, что мы сейчас находимся здесь. Здесь-то у нас спокойно, здесь, конечно, мы Да, утром слава встали, Всевышнему. вечером легли, а там вот ребята находятся на передовой, как говорится, у станка, и не знают. Сегодня проснулся, а вечером уже в штаб можешь не вернуться. Голодные, холодные. Голодные, холодные, поэтому наши молитвы им нужны, наши мысли, наши радостные эмоции все равно им нужны, поэтому будем молиться, и они все равно это почувствуют. Поэтому давайте потрудимся немножко в эти тяжелые для нас, для страны дни. Поэтому спасибо всем, кто молился с нами сегодня. Будьте здоровы. Спасибо. Берегите себя. Добрый день всем и до свидания. Молитву послушали. Сейчас поедем домой. Ну вот мы съездили с Юлией в монастырь, заказали службу моему мужу. 30 марта исполнится 2 года, как его не стало. Я думаю, я правильно сделала, потому что я мусульманка, а он православный. Кто может для него читать такие молитвы? У нас, у мусульман, по-другому. Да и мусульманские молитвы, наверное, ему не дойдут. Может, дойдут, да. Может, не так. Я думаю, православные молитвы нужны ему, потому что он у меня был православным. Отец Тихон нас встретил, помолился за него. Мы слушали с Юлей. Он не только моему мужу читал молитву, всем усопшим. Читал даже тем парням, которые сейчас, защищая Родину, погибли. Как отец Тихон говорит сейчас, надо нам молиться. Молиться надо за нашу Родину, за наших солдат, за наших людей. За всех надо молиться. Поэтому давайте, мои хорошие, все будем молиться за солдат, которые сейчас на войне, за тех, кто положили свою голову за нашу Родину. 30-го утром у меня умер мой муж. Около 7 часов он умер у меня на руках. Конечно, это очень тяжелая история, говорит, об этом не буду. Но он сидит, он улыбается. Недавно он мне снился. Принес мне цветы. Первоцвет. И мне подарил. Я не знаю, ведь он умер перед моим юбилеем.
Он хотел меня предупредить, что у него скоро поминки, что надо заказать молитву. Не знаю, он хотел меня поздравить с днем рождения. Тогда тоже он так хотел мне цветы подарить. Но, конечно, он сам не смог. Он сказал Розе: подари маме букет цветов от меня на день рождения. Так и получилось. Пусть спит спокойно мой муж, отец моих 3 детей, дедушка. Земля ему пухом. Молились в монастыре, а с детьми мы помянем его дома. В кругу семьи, с детьми, с внуками, с внучками. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, удачи, семейного благополучия. Всем пока-пока. До следующих встреч.